целях донесения ситуации Восточного Туркестана и нарушений прав человека до сознания людей 12 января в Брюсселе был проведен протест. Мероприятие, организованное Уйгурской ассоциацией, поддержали различные общественные организации и тюрки, проживающие в Бельгии. Участники акции призвали Китай прекратить репрессии и геноцид уйгуров и других тюрков. С другой стороны, в столице Боснии и Герцеговины прошел антикитайский митинг, организованный Египетской ассоциацией. Акцию поддержали молодежный клуб и Лига тюркских студентов из университета Сараева. Генеральный директор Уйгурской академии Абдульхамид Карахан, преподаватель столичного университета доктор Эркин Эмет и ассистенты исследовательского института Мехмед Али Эмин и Мухаммед Ильхам посетили главу партии Саадет. Гости выразили свою благодарность за поддержку, оказанную уйгурам, и предоставили главе партии документы и факты о репрессиях, устроенных Китаем, положении уйгуров, проживающих в Турции, и пути решения их проблем. Эмель Карамолла Оглу заявил, что его партия будет и дальше поддерживать народ Восточного Туркестана. В то время как запрет на использование иностранных приложений и социальных сетей для обычных граждан продолжается, Пекин разрешил своим дипломатам и госслужащим пользоваться социальными сетями Twitter и Facebook. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ген Шуан заявил, что это позволит быть в постоянной связи с гражданами Китая, находящимися за границей, а также представлять политику Пекина наилучшим образом. WeChat и Weibo, разработанные как альтернатива зарубежным приложениям и социальным сетям, позволяют китайским властям использовать технологии для контроля граждан. Причиной настороженности Китая в отношении социальных сетей, разработанных иностранцами, стало и то, что во время демонстраций в Гонконге участники акции активно использовали Facebook. Администрация Гонконга запретила главе организации по мониторингу прав человека въезд в страну. Кеннет Рот планировал опубликовать ежегодный отчет организации во время пресс-конференции в Гонконге. Подчеркнув, что желание Китая установить свою гегемонию по всему миру несет угрозу для главенства права и свободы, Рот напомнил трагедию миллионов людей, подвергающихся репрессиям со стороны китайских властей на протяжении десятилетий. В столице России прошли переговоры по вопросу прекращения огня в Ливии. На пресс-конференции, в которой присутствовали министры иностранных дел Российской Федерации и Турции, Мевлют Чавушоглу сообщил, что был составлен текст документа, который подписали глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Аль-Сарадж и глава Высшего государственного совета Халид Аль-Мишри. Что касается Хафтера, то он попросил отсрочку.